Давайте с вами рассмотрим теперь один пример, для решения которого потребуется помощь и закона сохранения энергии, и закона сохранения импульса. Например, два тела двигаются со скоростями v1, масса m1, m2, скорости v1 и v2. Через некоторый момент времени тела сталкиваются неупруго и будут двигаться вместе со скоростью v. m1 плюс m2 будет масса. Давайте с вами постараемся, какое количество энергии выделится при этом столкновении. Для этого нам нужно найти энергию, которая есть, то есть механическую энергию, которая есть у тела в первом случае, и найти механическую энергию, которая у тела есть во втором случае, и вычесть. Получается, ответ, количество теплоты, которое выделится, будет равно E полное в первом случае минус E полное во втором случае. Это означает, что энергия здесь не сохраняется. Давайте с вами обозначим количество энергии, которое выделяется буквой Q. Получается E полное в первом случае минус E полное во втором случае. Это и будет равно количество энергии, которое выделяется. Полная механическая энергия в первом случае это у нас только кинетическая энергия, потому что нет потенциальной энергии. Полная механическая энергия в первом случае m1 v1 в квадрате, деленное на 2, плюс m2 v2 в квадрате, деленное на 2. А вот полная энергия во втором случае, то есть во втором положении, то есть после столкновения, будет равно m1 плюс m2 деленное на 2 v в квадрате. Но здесь мы с вами не знаем скорость, с которой двигаются тела после столкновения, поэтому нам нужно прибегнуть к помощи закона сохранения импульса. Закон сохранения импульса для неупругого столкновения m1 v1 плюс m2 v2 равно m1 плюс m2 умноженное на v. Отсюда, если выражать v, получится m1 v1 плюс m2 v2 деленное на m1 плюс m2. Далее, Q равно m1 v1 в квадрате деленное на 2 плюс m2 v2 в квадрате деленное на 2 минус m1 плюс m2 деленное на 2. Давайте вместо v подставим вот это выражение и возведем в квадрат. m1 v1 плюс m2 v2 в квадрате разделим вот эту границу, деленное на m1 плюс m2 будет в квадрате. Квадрат можно будет сократить с m1 плюс m2. Теперь количество выделенной теплоты m1 v1 в квадрате на 2 плюс m2 v2 в квадрате на 2 минус, у нас здесь опять есть двойка и в скобке m1 плюс m2 есть. Это в знаменателе, а в числителе у нас остается m1 v1 плюс m2 v2 в квадрате. Я думаю, нет необходимости сейчас раскрывать скобку. У нас получится немножко такое трудное уравнение, поэтому давайте также оставим в этом же виде. Если знать значение, мы можем с вами вот сюда подставить и найти количество выделенной энергии после столкновения.